В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В Ил-Тумен депутаты приняли закон, расширяющий круг получателей льготного тарифа на электроэнергию. В Ленском районе введен режим чрезвычайной ситуации, действует 5 лесных пожаров. На Ванкийской земле дан старт международному национальному празднику. В Нерюнгри проходит Бакалдын. Куклы ручной работы, эксклюзивные украшения и мастер-классы. В старом городе Якутска проходит ярмарка «Город мастеров». В Якутске завершился заключительный соревновательный день спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур». Запланированные на пятницу переговоры между США и Ираном в швейцарском горном курорте Бергенштек не состоятся. Заявление последовало после того, как стало известно, что американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Венсом не вылетела в Швейцарию. В Белом доме это объяснили логистическими сложностями. Как сообщил представитель администрации США, подготовка к переговорам с Тегераном никогда не была простой или предсказуемой. При этом в Вашингтоне выразили надежду, что переговоры начнутся как можно скорее. Ранее стороны подписали меморандум о взаимопонимании в электронном формате. В Якутске проходит выездное заседание Российской академии наук. В столицу республики прибыли ведущие ученые страны, занимающиеся изучением Заполярья. В следующие 2 дня светило науки поделится успехами и обозначит новые вызовы в развитии арктических территорий. В ходе мероприятия Президиум СОРАН и правительство республики обсудили широкий ряд тем: мемориально-сырьевую базу Севера, кадровый и исследовательский потенциал, климатические изменения. Резолюция, которую примут по итогам заседания, определит будущее региона на десятилетия вперед. Без привлечения историческое совещание, совместное совещание, расширенное Президиума Российской академии наук и правительства Республики Саха-Якутия. Впервые в истории вообще в таком формате рассмотрены вопросы развития не только в целом республики, но и конкретно Якутской Арктики. Это очень важно, потому что как раз развитие наших огромных территорий, оно невозможно без использования как раз открытий научных, без участия российской науки. 19 июня православные христиане отмечают праздник Пременовской иконы Божьей Матери. В храме Рождества Богородицы Якутска провели службу по древней святыне. Литургию совершил владыка Роман, который ровно 15 лет назад стал во главе Якутской епархии. С юбилейной датой архиепископа поздравил Айсен Николаев. Глава республики отметил, что владыка всегда с большим уважением относится к якутскому языку и культуре, а также поблагодарил священнослужителя за молитвы о земле Олонхо и ее жителей. Владыка Роман 15 лет молится и молится, чтобы его молитвы благодарны дошли до каждого жителя Якутии. У него глубокое понимание сути службы во имя России, во имя Якутии. На очередном пленарном заседании Государственного собрания депутаты приняли закон, расширяющий круг получателей льготного тарифа на электроэнергию для нужд отопления. Ранее льготный тариф на электроотопление действовал только для первого диапазона потребителя. Новый закон распространяет льготу и на второй диапазон для жителей, чьи дома отапливаются электричеством в зоне действия гидроэлектростанций. Сниженный тариф будет применяться в самые холодные зимние месяцы – ноябрь, декабрь, январь и февраль. Поводом для разработки поправок стал холодный отопительный сезон, вызвавший резкий рост потребления электричества в Вилюйской группе районов. Первое решение – это постановление правительства увеличить первый диапазон максимально разрешенного до 7020 киловатт-часов, в которых 100% это первый диапазон используется льготный. Но плюс к этому мы добавили второй диапазон до 10 800 киловатт-часов, но именно в самые холодные месяцы, это ноябрь, декабрь, январь, февраль. Мы думаем, в этом году, зимой 26-27 года, население Вилюйской группы районов почувствует, насколько
стало более подходящим цену, тарифы. Даже в самые большие морозы будут тарифы подъемные для населения. Управление автомобильных дорог Якутии информирует о введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильной дороге регионального значения Харбалах. Мера направлена на сохранение дорожного полотна в период активного таяния грунтов. Ограничения будут действовать с 22 июня по 27 июля на участке с 0 до 58 километра. Для проезда по указанному участку установлены следующие допустимые значения осевых нагрузок. На одну ось не более 5 тонн, на двухосную и трехосную тележку и не более 4 тонн. В Ленском районе введен режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона на территории района уже зарегистрировано 10 пожаров. На сегодняшний день 5 действующих общей площадью более 2800 гектаров. 4 уже локализованы. Большие осадки текущих дней поспособствовали благоприятному исходу. Один, самый крупный, пока в работе. В тушении задействованы более 60 человек. Все пожары находятся в восточной части района, недалеко от поселка Витим, Талаканского и Чаиндинского месторождений. Напомним, в прошлом году было открыто новое авиаотделение в поселке Витим, благодаря чему тушение и мониторинг лесных пожаров осуществляется гораздо быстрее. На территории Ленского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и режим особый противопожарный режим, запрещающий людям, рекомендуемый людям не выезжать в лесные массивы, не жечь костры, что позволяет, в свою очередь, чтобы у нас не получались и не возникали новые лесные пожары. На сегодняшний день задействовано более 165 человек на тушение пожара разных авиаотделений со всей республики. Но еще раз повторюсь, сегодня ситуация под контролем и ожидаем в ближайшие 2 суток ликвидацию всех пожаров. В Мирнинском районе прошло торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня образования филиала Якутского военизированного горно-спасательного отряда. За полвека филиал стал неотъемлемой частью системы промышленной безопасности Западной Якутии. Сотрудники отряда круглосуточно несут свою вахту, готовые прийти на помощь в случае возникновения аварийной ситуации на горнодобывающих предприятиях. В честь знаменательной даты сотрудники отряда были удостоены заслуженных государственных и муниципальных наград и поощрений. Награды вручались торжественно в атмосфере гордости и уважения к тем, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения других. Работаю 25-й год, 24 полных. Осознанно пришел в эту профессию, потому что она востребована, она необходима для жизнедеятельности людей, для безопасности, для оказания помощи. Как-то потянуло, видно, долг. Много что можно вспомнить. Много случаев, самое главное, что все они положительно заканчиваются. Хорошо. В первой поликлинике Якутска появился современный портативный рентген-аппарат. Новое оборудование позволяет проводить рентген-диагностику непосредственно у посетителей пациента, у постели пациентов и на дому у маломобильных граждан. Снимок формируется менее чем за 3 секунды, а само устройство отличается компактностью и мобильностью. Это уже второй портативный рентген-аппарат, переданный медицинским учреждениям республики за последние дни. По словам специалистов, новое оборудование поможет ускорить диагностику и повысить доступность медпомощи для жителей региона. Мы получили суперпортативный рентгеновский аппарат, который мы будем использовать для выездных медицинских осмотров и для обследования на дому маломобильных граждан. Ежегодно у нас в поликлинике проводится более 43 тысяч исследований рентгеновских, и также у нас более 7,5 тысяч медицинских осмотров именно на рабочем месте. Также у нас порядка 200 маломобильных граждан, поэтому он у нас не будет простаивать, он будет постоянно в работе. На Венкийской земле дан старт международному национальному празднику. Бакалдын проходит на берегу реки Иенгра на обрядовой поляне Итыкит. В этот раз он посвящен Году единства народов России, Году культуры в Якутии и столетию венкийского села Иенгра. Под звуки бубнов и национальных песен начинается празднование международного национального эвенкийского праздника. Бакалдын – это встреча времен и культур на земле предков. Уже сегодня
Приезжает глава республики Арсений Сергеевич Николаев, прибывают депутаты Государственной Думы, гости с наших 10 улусов, с 10 регионов наших стран, нашей большой страны, гости из других соседних нам стран и дружественных, Китайской Народной Республики. Замечательно, что все в национальных одеждах, с хорошим настроением, встретим солнце, вместе пообщаемся и наметим планы на будущее. В сердце Нерюнгринского района у живописного села Иенгра развернулся настоящий калейдоскоп красок, звуков и традиций. И это не просто фестиваль. Это живая нить, связывающая поколения между разными уголками мира, где звучит родной язык и почитаются древние обычаи. В этом году праздник посвящен 100-летнему юбилею села Иенгра. Он собрал не только представителей эвенкийских общин из Якутии, но и из других регионов России, а также делегации из разных стран. Мы очень счастливы, что приехали. Все так необычно и интересно. Бакалдын стал настоящим международным событием, значимым для всего эвенкийского народа и всех, кто принял участие в этом ярком празднике. На праздники меня пригласили бабушка Юлия Ларидо принять участие на Бакалдын. И с удовольствием меня разрешили в наш университет Амгу. И я сюда пропал. Асорей, канавикан, асорей канамелен. Согласно обычаям, были проведены эвенкийские обряды – очищение, кормление реки, обряд огня и традиционные круговые танцы. Этот праздник раскрыл богатство эвенкийской культуры, которую местные жители передают своим детям, чтобы она не угасала, а жила и развивалась. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Время юных героев. В столице республики дан старт первой в этом году военно-патриотической смене. В лагере «Энергетик» 300 курсантов за 14 дней освоят навыки военно-тактической подготовки и оказанию первой помощи. Программа, подготовленная Центром «Воин», включила в себя огневую и инженерную подготовку, пилотирование БПЛА и тактическую медицину. Помимо практических занятий состоятся лекции по кибербезопасности, празднование эсэха, сдача спортивных нормативов, а также встречи с героями России и участниками спецопераций. Всего за лето в Якутии организуют 2 смены для 600 юношей и девушек. А по всей стране проект охватит порядка 15 тысяч подростков. Уже 3-й год работаем, поэтому каждым годом совершаемся. Сейчас уже у нас 14 модулей. Это те программы, которые мы совершенствовали. Сейчас некоторые ребята к нам приходят уже 3-й раз. Они уже курсанты, и они возглавляют наших ребят, которые только начали приходить на летний лагерь. А так, дети очень довольны, и желающих детей очень много. У нас сейчас открываем 1-й сезон лагеря, и на следующий раз у нас тоже будет открыт 2-й сезон. Не стены ЗАГСа, а открытое небо и одна из главных площадей региона. На площади республики стартовал летний сезон выездных регистраций брака. Первыми молодоженами этого года стала семья Трубиных. Подробнее далее. Белое платье, счастливые улыбки и наиболее важные слова в жизни. В самом центре Якутска Александр и Карина Трубины официально стали мужем и женой. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Вместе молодые люди уже 3 года. Предложение руки и сердца Карина получила этой весной, а сегодня пара зарегистрировала свой брак в необычном формате, под открытым небом. Очень люблю этого человека, конечно. Очень рада была его встретить в своей жизни. Мы через госуслуги подали заявление о бракосочетании, а потом с нами связался представитель, регистратор, и предложил нам сделать роспись на площади республики. В связи с чем мы, естественно, согласились, потому что это необычно, да. На свежем воздухе тем более. Для родителей день свадьбы детей не менее волнительный, особенно для мамы жениха. Говорит, эмоции переполняют с самого утра, тем более, что регистрацию решили провести не в привычном зале бракосочетания, а на одной из главных площадей республики. Непривычно, но мы очень рады. Всегда что-то пробовать новое, тоже интересно. Но семье я желаю только счастья, любви,
чтобы они любили друг друга, понимали друг друга, уважали друг друга. И брак – это вообще работа всей жизни. Желаю им долгих, совместных, счастливых дней. Выездные церемонии на площади Республики проходят уже не в первый год и пользуются популярностью среди молодоженов. Как отмечают в управлении ЗАГС, свадебный сезон только начинается. Несмотря на высокий спрос, свободные даты для регистрации брака под открытым небом на площади Республики и в Центральном парке культуры и отдыха еще остаются. Во Дворце бракосочетания мы как раз в этом году запланировали проведение ремонта долгожданного. Поэтому я надеюсь, что эти две площадки будут очень востребованы. И мы приложим все усилия, чтобы ваши торжества прошли очень хорошо. Слоты еще есть, но я знаю, что 26.06 в красивую дату, по-моему, уже не осталось свободных слотов. Там уже заполнено. Но у вас еще есть шанс попасть на другие даты. Сегодня в Якутии официально зарегистрировать брак можно на 19 площадках, в том числе в одном из самых живописных мест республики – на Ленских столбах. А семья Трубиных открыла не только свадебный сезон, но и новую главу своей семейной истории. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Куклы ручной работы, эксклюзивные украшения и интересные мастер-классы. В старом городе Якутска проходит ярмарка «Город мастеров». Что было представлено на выставке, расскажет Вероника Таюрская. Традиционное мероприятие ежегодно собирает десятки мастеров из различных районов республики. В стартовавшей выставке вниманию горожан представлены авторские украшения, куклы ручной работы, отражающие северную красоту, а также якутские ножи. С прошлого года я начала заниматься в мастерской нашей творческой. У меня не сильно мало опыта, но я стараюсь работать. Мы называемся как не ювелиры, так как мы чисто по металлу работаем. Латунь, зильбер и мельхиор. Мы бы хотели поработать с фианитами, наверное. И наборы, побольше наборов изделий изготавливать. Открытие ярмарки началось с презентации персональной выставки мастера Костореза из Устьянского улуса Джилустана Слепцова. Далее последовала демонстрация техники плетения нагрудного украшения. Какая же выставка без мастер-классов? Гости смогли посетить занятия по вышивке атласными лентами, по изготовлению оберега зеркала шамана, по созданию куклы-брелка. Все желающие также имели возможность овладеть техникой жабо. Выставка, можно сказать, дань уважения северной женщине, красота которая всегда была суровой, но глубокой. Национальные украшения по технике обработки, национальные по технике обработки у нас получается. И у нас плетение, получается, тоже техники плетения из травы, получается. Мастер-класс тоже покажем, там наглядно все. Внимание гостей привлекли и авторские куклы, выставленные в самом арт-салоне. Красавцы и красавицы выполнены по технике сухого валяния, вышивки и аппликации. Сделаны куклы из разных материалов. Можно встретить экспонаты из глины, ваты и, конечно же, с меховыми элементами. Мастера изготавливают как куклы народов мира, так и знаменитых якутян. Среди них копии Августины Филипповой и Бориса Неустроева, Мандароус. Есть разные виды кукол, есть статичные, есть шарнирные, там текстильные, из разной техники, из разных материалов можно делать. У меня в основном статичные, и для лепки лица, головы я использую в основном запекаемую полимерную глину. Волосы делаю из козьей шерсти или иногда из искусственных волокон. А одежда, наряд, все шьется тоже своими руками, аксессуар, украшения тоже все своими руками делается. Выставка-ярмарка проводится в рамках Года единства народов России и Года культуры в Якутии. Нынешний вернисаж продлится 2 дня. Организаторы планируют проводить город мастеров на протяжении всего лета. Вероника Таюрская, Нюргун Старостин, Якутск.
Состоялась пресс-конференция и торжественная жеребьевка, посвященная иконным скачкам на призы главы республики, которые пройдут 27 июня в местности Усть-Хаты. В этом году любители иконного спорта ждут как основные состязания на призы главы, так и традиционные скачки в день празднования Исеха, а также дополнительные старты, включая приз ОКС для кобыл 3-летнего возраста и спонсорские забеги. В отборочном этапе на призы главы для лошадей чистокровной верховой породы приняли участие 10 скакунов, для которых в ходе жеребьевки были определены стартовые боксы. Сегодняшнее наше мероприятие проводится в честь, почему так торжественно, да? Проводится потому, что мы отборочные скачки на приз главы Республики Саха-Якутия в этом году провели 10-й раз, 10-й юбилейный раз. А сам приз главы Республики Саха-Якутия проводится 22-й раз. Соответственно, сегодня это мероприятие наши болельщики, наши фанаты конного спорта очень ждут. И в такой вот позитивной, торжественной атмосфере мы проводим сегодняшнее наше мероприятие, посвященное большому, самому ожидаемому конно-спортивному, конным скачкам, событию в Республике Саха-Якутия. 5 дней, 851 спортсмен, 22 команды и 18 дисциплин. В Якутске завершилась 15-я спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». Атлеты выявили сильнейших в 4 видах. Спорт глухих, незрячих, пода и людей с интеллектуальными особенностями. Отдельно соревновались ветераны боевых действий. Для них был предусмотрен отдельный медальный зачет. Для объективного судейства было привлечено 84 опытных рефери, которым помогали 70 волонтеров. Во время всех соревнований спортсмены оспаривали 106 комплектов медалей. В своих группах первые места заняли спортсмены из Горного, Нюрбинского районов и сборной команды Якутска. Впечатления очень хорошие, яркие, позитивные. Очень много народу собралось. Участвую первый раз в такой спартакиаде. До этого участвовал в Кубок защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции. Но там народу поменьше, а здесь почти 900 человек. И очень многие люди, участники, спортсмены опытные, которые пораженные, которые участвуют не первую Олимпиаду, с начала Олимпиады есть, спартакиады. А подробнее о том, как именно проходили решающие матчи, расскажет моя коллега Лилия Бурцева. Сейчас здесь царит по-настоящему напряженная атмосфера. На площадке проходят финальные игры по голболу, виду спорта, который требует от участников максимальной концентрации и отличной физической подготовки. Ведь игра проходит полностью в тишине, то есть участники, зал не имеют права говорить ничего, ведь участники ориентируются исключительно на слух. Многие команды, вышедшие в финал, играют вместе уже не первый год. За это время спортсмены научились понимать друг друга буквально без слов. В голболе такая сыгранность особенно важна, ведь успех команды зависит от доверия, точных действий и мгновенной реакции каждого игрока. Мы уже играем более 10 лет, и поэтому мы уже одно целое получается. Уже знаем, кто где стоит, и как бы уже предугадываем. И вот этот играем. Мысли читаем друг друга сразу же. Мы друг друга слышим по вибрациям на полу. Вот. Тем, кто впервые наблюдает за голболом, игра может показаться необычной. Это паралимпийский вид спорта для людей с нарушением зрения, в котором на площадке встречаются 2 команды по 3 человека. Все спортсмены играют в светонепроницаемых масках, а ориентироваться им помогает только звук мяча со встроенными колокольчиками. Как вы заметили, тут ходят люди в масках. И им не разрешается снимать маски во время игры. И главная цель – забить мяч в ворота до 10 голов. Если, например, во время игры игрок снял маску, он удаляется, например. Там много нюансов есть. То есть в полной тишине должен проходить матч, чтобы игрок защищающей команды подобрал мяч по звуку. По итогам 3 соревновательных дней победу в мужском турнире одержала команда города Якутска. Вторыми стали вилюйские спортсмены. 3 лидеров замкнула сборная Верхневилюйского улуса. Среди женщин равных себе не нашли представительницы Мегино-Кангаласского улуса. Серебро взяли амгинские голболистки. Ну а 3-е место заняла команда Верхневилюйского улуса. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Такими видели уходящий день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.